Хаматхан Албагачиев, небесный воин, так его прозвали сослуживцы. Участник многих битв, в том числе и сражения у Кенигсберга. Солдат Ленинградского фронта провел в сражениях все 5 лет, от начала и до конца войны. Историю ингушского военного летчика Магомед Сагов знает наизусть. Несмотря на то, что Хаматхан не был родственником Магомета по крови, он считал его родным для себя человеком. Старший дядя, так его называли в семье Саговых. В этом году именно Магомед понесет фото Хаматхана в шествии бессмертного полка. Я хочу представить и пойти в бессмертный полк на шествие с Албагачиевым Хаматханом Мурсалиевичем. Дело в том, что вот у меня фотография, он вот крайний слева, справа, и я его еще школьником знал, потому что он был очень большим другом, тоже участником Великой Отечественной войны, моим дедушкой Туганом Альсаговым, и он был бесстрашным летчиком. На начало войны ему было всего 18. На фронт он отправился одним из первых. Пилотированию он не обучался, однако, как и все мальчишки того времени, всегда мечтал бороздить небеса. Пройдя ускоренный курс обучения, в свои неполные 19 Хаматхан стал настоящим воином неба. В его послужном списке были десятки выполненных спецзаданий, однако есть воздушное сражение, просто поражающее своими масштабами. О нем Магомету рассказал сам Хаматхан. При взятии Кенигсберга под командованием Малышева они совершили подвиг. Благодаря вот ихнему истребительному отряду, авиационному полку, было уничтожено 50 вражеских самолетов. И тем самым Малышев был представлен герою Советского Союза, а мой герой Албагачиев Хаматхан получил орден Ленина, орден Знак почета, орден медали за отвагу, за заслуги и много других государственных наград. После тяжелейших 5 лет на фронте Хаматхана ждало еще одно потрясение. В 1946 году он был демобилизован, вернулся на родину, узнав, что здесь уже его нету родных, уехал на ссылку вместе со своими однополчанами, которые приезжали тоже с фронта. И он был женат, 2 детей, уже взрослые дочери. Он присоединился к семье и там жил. После возвращения с ссылки он был агрономом, работал в сельском хозяйстве. 30 лет он работал директором совхоза Назрановский. В этом году привычное шествие пришлось перенести из-за пандемии на конец июля. Бессмертный полк – событие мирового уровня. Традиционно будет проходить в более чем 100 странах мира. 26 числа эта акция вновь соберет всех солдат Великой Отечественной войны в одном строю. Идрис Ижиев, Новости 24.